Сейчас мы находимся в селе Шахазаны, где расположился 2714 избирательный участок. Остались считанные минуты до окончания голосования. Несмотря на это, жители села приходят отдать свои голоса очень активно. В этом году по всей России депутатов в Госдуму выбирают 3 дня. А все из-за пандемии, чтобы избежать большого скопления людей. Антиковидные меры продолжают действовать, и рекомендации Роспотребнадзора никто не отменял. Поэтому на участках все строго. Каждый избиратель, кроме бюллетеней, получает маску, перчатки и ручку. Наготове и антисептики. Единый день голосования. Сегодня 19 сентября уже подходит к концу. Ровно 20 часов по московскому времени наш избирательный участок закроется. Ну и потом, конечно, начнется подсчет бюллетеней. Что могу сказать? На избирательном участке у нас все было спокойно, все было хорошо. За порядком следит полиция и сотрудники МЧС. Но, конечно же, главные тут – наблюдатели. Смотрят строго, чтобы соблюдался закон об основных гарантиях избирательных прав и чтобы не было провокаций. В воскресенье голосующих больше, чем в предыдущие дни. Можно сказать, идут непрерывно. Сейчас мы находимся у Центральной районной библиотеки Канашского района, где сегодня прошел вечер памяти известного мастера вышивания Евгении Жадчевой. Край 100 тысяч песен и 100 тысяч вышивок. Вышивка – национальная гордость чувашского народа. Молва о ярких полотнах и нарядах с оригинальными узорами зигзагообразной и геометрической формы, что из города на Волге, ходят с давних времен по всему миру. Еще издревле чувашские женщины украшали одежду и обиходные предметы вышивкой. Вышивка служила не только украшением одежды, но и оберегом от злых духов. Центральной районной библиотеке Канашского района уделяют большое внимание чувашской национальной вышивке. Так прошел вечер памяти, посвященный известной чувашской вышивальщице Евгении Жадчевой. Евгения Жадчева – мастер художественного вышивания, заслуженный работник культуры Чувашской республики, известный мастер чувашского прикладного искусства. Она окончила музыкально-педагогический факультет Чувашского государственного педагогического института имени Ивана Яковлевича Яковлева. Трудовую деятельность начала учителем пения и музыки Цивильской средней школы номер 1. Затем в 1969 по 1975 год была музыкантом-педагогом в учебных заведениях города Кизыл, Арват, Туркменской ССР. С 1982 года занималась созданием произведений ручной вышивки, вела большую работу по популяризации чувашской национальной вышивки, являлась участником республиканских, региональных и российских выставок. Произведения хранятся в художественных и краеведческих музеях города Чебоксары, Москвы и Санкт-Петербурга. Мероприятие посетил сын народного мастера России, популяризатора чувашской вышивки Евгении Жадчевой Гурий Жадчев. Она меня познакомила с народными мастерами Чувашии, декоративно-прикладном искусстве, в частности, Никифором Егоровичем Наумовым. Он нам много про языческие обряды говорил. Маме, мне, мы даже снимали в чувашском телевидении. С Конной Людмилой Алексеевной она меня учила делать свистульки с 5-летнего возраста, это мне потом помогло игре на фортепиано. Мне Валентина Тимофеевна, она мастер узоров от качества, она Спиридонова нам, мы ходили к квартире Спиридоновой, к ней очень запомнилась доброжелательностью, тоже как мама была предана своему делу. И благодарю маме, что она показала свою преданность своему делу, и я тоже стараюсь быть предан, то, что меня окружает, музыка, стараюсь начать доводить до конца и любить, потому что трудно состоять как профессионал, это только формально подходишь. Я за это маме благодарен и очень хочу, чтобы мамино творчество сохранялось. Чувашские женщины с древнейших времен славились созданием вышивок. По старинным обычаям женщины должны были владеть секретами вышивки. Считалось, что ничто не расскажет о девушке правдивее, чем сами ее работы. Поэтому родители жениха при выборе ему невесты всегда смотрели на вышивку претенденток. Судили так: аккуратные стежки, рукодельница опрятная, трудолюбивая, значит и женой будет хорошей. Вышитые наряды служили женщинам всю жизнь и в некоторых семьях передавались из поколения в поколение. Сотрудники библиотеки подготовили выставку
выставку книг, автором которых является Евгения Жатчева. Также гостем мероприятия стал Геннадий Иванов-Орков. Он основал музейную коллекцию чувашского народного искусства, организовал более 40 научно-собирательных экспедиций, куратор музейных выставок народного и современного искусства, фотографии, организатор научных конференций. Ему посчастливилось поработать с Евгенией Жатчевой. Рената Сагдеева, Владислав Васильев. «Вокруг нас».